долбим лед, но не замерзай. Сколько не завязывай, Второй не краун завязывай. вообще в этом гараже. Только это, ребята, 3,5. Чуть-чуть по-другому сделаны фары. Все-таки я вижу отличия. 3 глазика. Еще пока не моросили лампочки. У меня... Нет, я имею в виду, у меня показывает ошибку, то, что они замерзают. У меня тоже 3 линзы. Тоже вот такая штучка. Ну, по-моему, морда такая же. Круиз-радар стоит, да? Все, фарш весь, да? Намордничек какой-то прикольненький сделали. Люкатый, 3,5. Сейчас мы откроем двигатель. Ну, тоже такое же литье стояло. Да, один в один. Только Wintermax. До сих пор, кстати, производят эту резину. Как эту резину до сих пор производят. Еще самые мои одни из самых первых иномарок был этот Wintermax 0.1. 0.1. Когда нету вот этого, то это 0.1. Они его производят. Ну, почему-то 17-го. А какого машина? Машина какого года? 18-19. Ну, он 18-й. Это просто вы сами купили, да? Это 17-го резина. Владика сразу привет. Так, размер смотрим, давайте глянем все равно, как на крауне. Кто хочет быть похожим на краун, ставьте себе 255 на 50 на 18. Да, вот этот хром, чуть-чуть бордюрная болезнь тоже имеется. Черный хром, кстати. Когда гнал, это каким? Ага. Камень попадает. У меня там есть маленький кусочек. А лицо закрывали, когда гнали? Нет, зачем? О, кстати, смотрите, ребята, вот еще раз. Хоба, какая-то дополнительная аббревиатура. Multi-Stage. Multi-Stage. Такого я еще не видел. Вот гибрид у всех, но вот такое я первый раз вот название. Что это такое, надо будет прогуглить, посмотреть. Что за Multi-Stage? Читал? Пробивал я его. Что это Не такое? помню, но было какое-то. Что это такое? Так, тут у нас круговой. Ну, по-другому никак. Это, по-моему, это топ-топский, да? Это все, максималка? Максимал. Больше ничего тут нету. Ну, если 4.6 не стали делать, А, 4.6 не стали делать? это же, наверное, это Маджеста только. Ну, они, наверное, только 3,5 хотели. Так, в салончик глянем чуть-чуть. За мной, чтобы в камеру не попасть. Так, есть у нас люк. 4 мульта, короче, ребята. Чего тут удивляться? Сейчас такие цены. Ну, круто. В принципе, этот салон я уже обозревал. Тоже вот это мне понравилась пимпочка, как на старых машинах. Вот, я на той вот... На жульках? Да, как на жульках было. Ну, на жульке было куда зацепиться, а тут она лысенькая такая. Так, да, в принципе, это все я уже показывал. Не знаю, в чем отличие. Может, чуть-чуть приборка другая. Но торпеда такая же. Это я уже показывал. Единственное, сейчас мы под капотом посмотрим, что у нас. Ну да, лухари, конечно. Лухари, самый жирнючий. Смотрите, прям сидеть тут, балдеть. Вот это вот я тоже внимание обратил на очень большая выпирающая посередине карданная вот эта штука. Да. И тоже для каждого пассажира, видите, в лицо. Но ничего тут не регулируется, никаких нету. Не знаю, почему они. Нету, ну, чтобы на зарядку поставить. USB-шек ничего нету. Управление климатом ничего нету. Ну, четко. Кожа плотная прям. Кожа плотная. Кожа плотная. В общем, такой был. Сейчас под капотом только остается посмотреть. Так, только под капотом. В общем, задача моя стоит в том, что... Window Open. Задача моя стоит в том, чтобы поменять жидкость в инверторе. Вот, открываем капот. Посмотрим, что там. Ну, тоже 2 памяти сидений. Ну, как бы я вот это уже показывал, ребят. Тоже этот новый кузов. Только тот был 2.5, это 3.5. Двигатель нового поколения как-то 8GR называется. В общем, сейчас я пойду переоденусь, потому что все равно там надо лазить, там грязь. И, ну можно открыть.
тут должны быть эти. Ага, ну это лухари, конечно. Ну глянем, сердце пламенный мотор, ребята. 3,5. Сколько лошадок? Так, 360. Если поточнее, 359. 359. В общем, история такая была с Крауном, который был 2,5. Они тупанули. Поменяли наоборот. Они должны были в инверторе поменять. Я уже сейчас вот надо видео посмотреть. Они должны были поменять в двигателе. А точнее в инверторе, а двигатель не трогать. А они наоборот поменяли. Снять защитку или нет? Не надо. Там внизу эти как его. Сейчас я просто надо будет видео поднять это и посмотреть, где она была. Вот это я не заметил. Тут какая-то распорочка стоит, смотрите. По-моему, не было такого. По-моему, такого не было. И смотрите, какая, что там под крышкой. У нас это V6. 6 горшков. Вон там инвертор. Вот он инвертор. И сейчас я посмотрю, какой именно бачок из них инверторный. Потому что один бачок у нас двигатель, а второй инвертор. Все там легко было, в принципе. Там внизу он сливал я. Один краник, где-то он там вот внизу. Угу. Никто не берется менять? Масло? Нет, не масло, а вот это жидкость. Там, по сути, ребята, я вам всем СТОшники, кто сейчас смотрит, не бойтесь, тут ничего страшного нету. Просто слить и новую жидкость залить. Все, тут бояться ничего не надо. Единственное, то, что жидкость какую приобрели? Ага, ну-ка. Татачи. Татачи или татачи? Татачи, это слишком много. Ну, я там посмотрел, там 10 или 11 вмещается. Это все вместе. Все вместе. Да. А мы-то только меняем в инверторе. Ну, радиаторы желательно тоже, наверное. Поменяем Конечно, радиатор? вот и поэтому я столько взял. Так, все, татачи ставим. Вот. Радиатор. Тогда тут, в принципе, без разницы. Все, пошел и переодеваться. Ладно, время тратить не будем. Быстренько перебиваясь. Уже с этим сталкивался я. Так что чуть-чуть компоновка двигателя другая, единственное, все. А вот эти бачки одинаковые. Все, антифризик поменяли. Мало уходит. Потому что там с блока, по идее, надо сливать. Но так как пробка там непонятно где находится. Четкий аппарат, конечно. Вот это четкий. Вот это четкий аппарат. Самый лучший. Это мечта любого пацанчика, кто стал мужчиной. Это Краун, ребята. Женя, выезжай, пожалуйста. Растудим. Звук космического корабля присутствует. Да, мечта пацана называется. Ну вот 2024 год на дворе. Год дракона, скажете вы, нихуя. Я скажу год сыкуна. Что у нас сейчас делают парни при выборе автомобиля? Как сыкуны едут, покупают себе китайца нахуй. Ебальники вроде довольны за рулем смотришь, но ездят в страхе, в конкретном страхе, что скоро что-то отъебнет к ебени матери. Зачем ездить в страхе, если страх можно купить себе сразу нахуй? Просто. Тут бояться уже нечего. Тут все, что могло отъебнуть, отъебнуло до тебя и поменено. Заправь эту избушку на 5000 рублей с вот такими вот яичками в штанах. Уверенно, выделяясь в потоке, вот с таким ебальником, полный вперед. Запомните, только мальчики покупают себе китайца. Мужик собирает немца нахуй по запчастям, блядь.